22 часа в Киеве, 23 в оккупированном Крыму. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». В студии София Абляева. Добрый вечер. Фигурантам ялтинского дела Хизб ут-Тахрир продлили арест на полгода. Российский прокурор предположил, что обвиняемые крымские мусульмане могут уничтожить доказательства по делу, повлиять на свидетелей и скрыться от суда. Защита это решение будет обжаловать. Люди собираются около военного гарнизонного суда в оккупированном Симферополе. Пришли поддержать ялтинских политзаключенных, которых обвиняют в создании ячейки и участии в организации Хизб ут-Тахрир. В России она запрещена и считается террористической. Они не террористы, не экстремисты. Если мы вот так не будем приходить, завтра каждому любому приведут и вот так заберут и будут судить, а мы все будем в окошко смотреть. Нам надо Аллаха бояться, а не тех козней, которые нам строят. В зал суда заводят всю ялтинскую шестерку. Муслима Алиева, Эмир Усина Куку, Энвира Бекирова, Вадима Сирука, Рифата Алимова и Арсена Джипарова. С ними их адвокаты. По версии следствия, организатор ячейки Хизб ут-Тахрир Муслим Алиев, другие рядовые участники. Семейное положение, состав семьи. Жена имеет 5 детей. В какое время содержитесь под стражей? 11 февраля. Копию обвинительного заключения получили? Да. Помните, когда? 24. Спасибо. Впервые за долгое время с арестованными увиделись их родные. На заседание пустили мам, жен и детей политзаключенных. Говорят, несмотря на длительное заключение, мужчины в боевом духе настроены на борьбу за справедливость. Мы, говорит, приехали в Крым не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать и жить. Ну, выглядит нормально, альхамдулилля. Как всегда, активные, бодрые. Как они заявили однажды на одном из судебных заседаний, мы докажем, что мы не виновны, потому что мы действительно не виновны. Ну, Арсена немного мучает кашель его. Мы так и не получилось у нас в СИЗО добиться ему обследования. А так, в общем, держится хорошо, все улыбаются, все чувствуют поддержку джамата. Российский прокурор настаивал, чтобы подозреваемым продлили содержание под стражей еще на 6 месяцев. Заявил, что они могут уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей и скрыться от суда. Защита считает, что гособвинитель не предоставил документы, подтверждающие свою позицию. Адвокаты просили суд изменить содержание в СИЗО на домашний арест. Суд длился больше часа и отклонил все требования адвокатов. Наверное, все помните, что помимо участия в Хизб ут-Тахрира эти ребята обвиняются в попытке государственного переворота, изменения конституционного строя Российской Федерации. Государство и боится этих 6 ребят. Это государство, у которого есть оружие, ядерное, огромная армия, государство, которое воюет в Сирии, в других горячих точках. Вот она боится 6 ялтинских ребят. Поскольку речь идет о терроризме, заседание по сути состоится в военном суде Ростова-на-Дону. Адвокаты подали ходатайство, чтобы слушания прошли на полуострове. Чтобы судьи сюда приехали и дали возможность защиты представить все доказательства. Здесь находятся все свидетели. Если сейчас не все адвокаты смогут выехать в Ростов на рассмотрение данного дела, сразу же были назначены адвокаты от государства. Даже у очень опытного, даже у очень добросовестного адвоката недостаточно будет времени для того, чтобы подготовиться и сразу же сходу вникнуть в особенности данного уголовного дела. До 27 мая следующего года фигуранты ялтинской группы Хизб ут-Тахрир будут находиться под стражей. Их задержали почти 2 года назад. В ближайшее время их этапируют в Россию, Ростов-на-Дону. Предварительное заседание пройдет уже 11 декабря в Северокавказском областном военном суде. Эльвина Сидбулаева, Наталья Смолярчук. Крым, Заман, АТР. Онлайн-шторм в поддержку Эмира Усина Куку. В сети стартовала акция Amnesty International Украина с хэштегом #FreeKuku с призывом освободить крымско-татарского политзаключенного. Подробнее о ней расскажут мои коллеги. #FreeKuku. Такие хэштеги с самого утра заполонили Facebook. В 9 утра стартовала онлайн-акция в поддержку Еміра Усіна Куку и его семьи. Власне, дуже просто. Звідси можна просто скопіювати повідомлення разом з посиланням на нашу петицію, тому що ми не лише шеримо хештег, ми так само закликаємо залишати підписи на підтримку Еміра Усіна Куку.
Акция призвана поддержать не только Эмир Усеина, но и всех заключенных Кремля, объясняют организаторы. Ця онлайн-акція триватиме сьогодні цілий день. Ми закликаємо людей шерити хештег «FreeKuku» або «Свободу Куку» і вимагати звільнення або писати від себе слова підтримки родині Еміра Усейна Куку та всім кримським татарам, яким зараз так необхідна наша підтримка. Це ті прості дії, які кожен і кожна під силу зробити, не вдаючись до якихось ризикованих дій. Организаторы Amnesty International Украина призывают пользователей сети приобщаться к акции. Ведь когда о кремлевском узнике говорит мир, это становится для него своеобразной защитой. Оккупанты не решаются применять к таким людям пытки. Ризикує стати такою, знаєте, темною плямою, і ніхто не буде знати, що там відбувається. Важливо постійно тримати увагу на ситуації в Криму, як увагу української спільноти, так і увагу міжнародної спільноти. Тому що саме міжнародний тиск – це те, що має потенційно можливість повпливати на ситуацію, хоча б якимось чином полегшити її. День суда, на котором оккупанты продлили Эмиру Усеину содержание под стражей еще на 6 месяцев, совпал с днем рождения его дочери Софие. Она уже второй год не может в свой праздник обнять отца. Эмир Усеина Куку задержали в феврале 2016-го по ложным обвинениям в терроризме. С тех пор он находится за решеткой. С семьей ему удалось встретиться только раз. Сегодня во время суда жена увидела его еще раз. Мы очень надеемся, что весь этот абсурд, все это фальсифицированное дело просто разлетится, как карточный домик. Очень надеемся, что справедливость все-таки восторжествует. Конечно, на суд детей не пускают. Все из-за того, что якобы травмируют психику. Они об этом не думали, когда вламывались ранним утром в наши дома. Официально акция стартовала сегодня, но записи с призывом «Освободить Эмира Усеина Куку» начали появляться давно. К флешмобу уже присоединились сотни участников. Оксана Гуцел, Даниил Карп, Заман, АТР. Немедленно и безоговорочно освободить крымского правозащитника, фигуранта ялтинского дела Хизбут Тахрир Эмира Усеина Куку и снять с него все обвинения. Министерство иностранных дел Украины распространило свои требования на своей официальной страничке в Facebook. Дипломаты также призвали всех участвовать в онлайн-акции в поддержку крымского правозащитника Эмира Усеина Куку. Ответ без ответа. Кремль отказался объяснять, почему Путин освободил заместителя председателя Меджлиса. Адвокат Ильми Умерова получил официальное письмо из администрации российского президента на запрос о причинах освобождения своего подзащитного. В официальном ответе говорится, что согласно российскому законодательству предоставление этих данных невозможно. Теперь заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров планирует направить запрос уже от своего имени. Что это означает, очень трудно понять. Я вообще логику Российской Федерации не понимаю. Можно решить, что нет никакого указа. А может быть, он настолько засекречен, что даже не показывает его тем, кто заинтересован. О ком речи нет в этом указе. Есть мысль отправить теперь за своей подписью запрос. Может быть, не адвокату, а лично мне, может быть, какой-то другой ответ придет, посмотрим. 25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали турецкой стороне. Позже они прибыли в Украину. Умеров и Чийгоз отказались писать прошение на имя Путина о помиловании. Оккупационный суд полуострова приговорил Ильми Умерова к 2 годам колонии поселения по обвинению в сепаратизме. Ахтема Чийгоза приговорили же к 8 годам колонии строгого режима за организацию беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. Обыски, похищения, пытки и убийства. В Киеве представили энциклопедию репрессий в оккупированном Крыму. Общественная организация «Крымсоц» на примере реальных историй рассказала о насильственных деяниях подконтрольной Кремлю власти полуострова.
Убийства, исчезновения, пытки, уголовные и административные преследования по политическим мотивам. Это 5 глав, из которых состоит энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии Россией. Каждый раздел написан в хронологической последовательности с февраля 2014 до конца октября 2017 года. Что здесь не совсем полная информация. Многое остается за кадром, потому что собирать информацию очень трудно. Люди в обстановке страха просто боятся, потому что те люди, которые сообщают какую-то информацию о беззакониях, они уже в зоне риска. Многие люди не понимают того, что думают, что если они там будут промолчать, они будут в безопасности. Наоборот, надо больше кричать, говорить об этом, тогда, может быть, безопасность будет гарантирована, чем такое молчание. Над книгой организация «Крымсос» работала полгода. Энциклопедию выдали тиражом в 50 экземпляров. Профинансировал создание фонд Конрада Аденауэра. Ее переведут на английский. В первую очередь он отправляется в офис прокурора Международного уголовного суда. Оно будет дальше использоваться для Международного суда ООН, для Европейского суда по правам человека. То есть, в первую очередь, международные экспертные организации и международные правительства, которые смогут на нее опираться. Ильми Умеров – один из тех, о ком написано в энциклопедии. Считает, главное, чего нельзя позволить оккупационной власти в Крыму – репрессиями заставить крымских татар покинуть родину. По мере возможности не уезжать из Крыма, не менять своего мнения, оставаться непокоренными, несмотря на трудности, несмотря на преследования, несмотря на серьезные репрессии. И по мере возможности информировать мировую общественность о том, что происходит в Крыму. Переиздать книгу авторы планируют после Нового года. Добавят в издание 6-й раздел «Задержания и обыски», а также расположат имена пострадавших от репрессий в алфавитном порядке. Виктория Облязова, Сергей Тахмазов, Заман, АТР. В Киеве представители националистических организаций второй день блокируют телеканал News One. Причина – собственник телеканала в прямом эфире назвал революцию достоинством, государственным переворотом. Блокаду уже осудили в международных организациях, раскритиковали такой метод протеста и в Украине. Подробнее в сюжете. Телеканал News One второй день в блокаде. Мешки с песком, палатки и костры. Вчера протестующие прятались под балаклавами, сегодня открыто объясняют причины блокади. Ми вважаємо, цей телеканал, що він веде сепаратистську пропаганду. Ми вважаємо, що Мураєв – це злочинець і сепаратист. Ми вимагаємо від міністра МВС, щоб він висловив свою позицію, щоб було чітко зрозуміло, хто на чиїй стороні. Сегодня телеканал News One работает почти в привычном режиме. Ми працюємо, але це ми вважаємо психологічним тиском на нас, тому що це аж ніяк не мирна акція. Блокада телеканала News One вызвала бурную реакцию. За журналистов даже заступился президент. Любое давление на средства массовой информации, тем более их блокировка, недопустимы. Также недопустимы попытки оправдать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка революции достоинства. Недопустимой блокаду News One назвали даже в ОБСЕ. Людмила Иванова, Заман, АТР. В Украине стартовал предпремьерный показ «Киборгов». Это фильм украинского режиссера Ахтема Ситаблаева о том, как украинские бойцы-киборги 242 дня удерживали Донецкий аэропорт. В одном из столичных кинотеатров прошел пресс-показ для киевских журналистов. На время показа камеры и фотоаппараты попросили сдать. 6 декабря в Киеве киборгов увидят президент и министры. А на следующий день стартует прокат во всех кинотеатрах страны. Зритель, покупая билет, помогает родным героев. 5 гривен от стоимости каждого билета фонд «Вернись живым» перечислит семьям киборгов. Якщо ви мали на увазі цензуру, її не було. Ніяких ідеологічних або змістовних змін сценарій не набував та не набув. Хтось доречно сказав, що іноді ці питання, які ставлять один одному герої нашої картини, вони всі є у Фейсбуці, в приватних розмовах між собою, тому ми їх озвучили.
Следующим фильмом, над которым уже работает Ахтем Ситаблаев, будет фильм об оккупации Крыма. Начнется история с мая 2014-го, когда лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева на границе с Крымом не пустили на родину. Это все новости к этому часу. Информационный день на телеканале АТР продолжается. Будьте с нами.